Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто по вам слезы льет? Кто это человек, который из-за вас плачет? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, и мы все с вами посмотрим и узнаем. Прежде чем мы начнем, всех вас, мои дорогие, самые лучшие в мире, любимые зрители, друзья, хочу сердечно поблагодарить за то, что доверяете, за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и очень теплую поддержку. Земной вам поклон. Итак, настраивайтесь, пожалуйста, на отсыпку. Ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. Просто задайте свой вопрос. Кто по мне слезы льет? И песочек все покажет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть льет, действительно льет, и льет слезы заслуженно. Мужчина, который все это заслужил. Мужчина, у которого большой стресс, депрессия, мир вверх тормашками перевернулся. Мужчина, которого постигло открытие. Вот как дошло, понимаете, дошло до него, как эта истина ему открылась. Угу. Знаете, вот хочется сказать, что отлились кошки мышкины слезы. Извините, что я так про вас говорю, но вот вижу, что в свое время вы тоже из-за него плакали. Плакали, потому что обидно было, очень обидно. Здесь вот именно обида, обидел. Мужчина, который сделал неправильный выбор, мужчина, который ошибся, очень сильно ошибся. У вас с этим мужчиной должна была быть семья и должны были быть дети. Жизнь должна была бы быть у вас общая. Не могу сказать, что прям самое лучшее, но тем не менее вы к этому стремились, вы этого хотели, вы его любили. Вы ради него на многое готовы были пойти, на многое глаза закрывали. Вот как-то он вам смог понравиться, вот влюбились вы в него, было такое время. Но мужчина из-за своей слабости, либо трусости сделал неправильный выбор. Тут у кого-то отыграется, что мужчина пошел на поводу своей семьи, а они ему какую-то вот богатенькую невесту хотели. И прямо они костьми легли, вот так стали в растопырку, что вот нет, ты не будешь с ней, да. Ты должен выбрать ту, кого мы тебе скажем, да. Богатенько. Мне идет, что там как-то деньги, вот, богатая невеста, может там с приданым шикарным, может быть там имущество, да, вот какие-то связи. Вот богатенькую хотели. Либо мужчина испугался уйти, например, от жены. Вот у кого-то еще так отыграется, да? То есть там семья никакая, там не жизнь, а адские муки, там нет любви, нет взаимопонимания, там люди просто вот друг друга уничтожают, да? И вот ему счастье такое выпало, он встретил вас, вы его полюбили, он полюбил вас, и все у вас было хорошо, но когда нужно было вот прям определяться, решаться и делать окончательный шаг, мужчина струсил, просто струсил. Вот такой вот труслик у кого-то отыграется. Струсил, да.
И знаете, он себя там утешал, он себя успокаивал, что вот слюбится, стерпится, и нормально, как бы, и все я правильно сделал, там, зачем семью разрушать, на меня ж пальцем будут тыкать, как же я могу против мамы, папы пойти, это ж моя семья, самые родные люди. Как-то он себя утешал, и даже какое-то время в каких-то иллюзиях проживал. А вот недавно ему открылось. Ну, как недавно. У кого-то прям недавно, а у кого-то давненько. Ну, относительно тех событий, когда вы были вместе недавно. Открылось, что он никому не нужен, а его никто не любит. А он несчастный. А он не живет, а просто вот прозябает. Понимаете, вот что ему открылось. И как начал он, бедный, плакать, горемыка, так плачет и по сей день. И знаете, чем дальше, тем хуже. Вот мне идет, что этот мужчина, он прям в депрессию погружается. А депрессия — это прям, ой, как нехорошо. В современном мире депрессию называют тихим убийцей, потому что ее не чувствуешь, да, в нее погружаешься. Потом тебе ничего не радует, ты ничего не хочешь, у тебя нет сил. И человек просто вот умирает на глазах, вянет, тухнет, понимаете, вот так мне идет. И вот этот мужчина, который по вам слезы льет, вот он в такой ситуации оказался. Оказался, да. Из-за трусости, из-за слабости, из-за неумения принимать решения. Либо слишком такой, знаете, ведомый оказался он, да. Вот прям пошел на поводу у родителей. Как будто бы это его родителям жизнь. Вот настолько доверился, либо настолько поверил в своих родителей, а может просто боялся, да. Испугался, что родители там наследство лишат, поддержки лишат, да, вот как-то так мне идет. Ну, что, получай, плачь, теперь уже тебе ничего не поможет. А чего он вообще стал плакать на самом-то деле, да, когда ему это все открылось? Он ведь знает, что он вас видит, либо на фотографиях видит, либо вот в жизни видит, да, вот какой вы стали, как вы преобразились, какая вы шикарная, какая вы успешная, как вы вот по жизни идете, улыбаетесь, жизни радуетесь. Вот друзья у вас хорошие, у кого-то еще и жених, наверное, есть. А может, и муж у вас уже за это время завелся. Вот он это видит, и так ему больно, и так сердце кровью обливается, и так сжимается, аж дыхание перехватывает. И он думает: блин, это я должен быть с ней, это я вот должен рядышком находиться. Как так, как так? Вот я живу, одно горе только вижу. Нет мне счастья, нет мне радости в жизни, никому не нужен. А она вот такая красивая, цветущая, могла быть моей, да, и готова была быть моей. И мне она верила, и мне она доверяла. И любила она меня, как никто не любил. А я вот такой вот нехороший человек, да, своими руками и счастье уничтожил, да, разрушил. Ой, как, знаете, поджог сделал, да, как дом счастья спалил, дом, где счастлив мог быть вместе с вами. И так ему горько становится, и так ему хоть вешайся, понимаете, хоть в петлю лезть, да, либо с обрыва прыгай. Вот настолько ему плохо. Ну, страшно ему в петлю лезть, либо с обрыва прыгать. Он немножко трус. Вот как хотите, мне все время идет, что он трус, что он струсил, испугался. Вот. А это как бы мужчину не красит, абсолютно не красит. Да, мы все разные, мужчины и женщины. Кто-то смелее, кто-то менее смелее. Но здесь вот прям, знаете, до тупого, вы его поддерживали, вы ему говорили: вот вместе мы сможем, мы прорвемся, у нас получится. И я люблю тебя, да, вот все, что хочешь, для тебя сделаю. И вот он как либо не поверил, либо он настолько вот был запуган, испуган, что даже не слышал ваших слов. Просто не слышал. Вы ему очень часто снитесь. Снитесь, причем сны такие тревожные в плане того, что он то счастлив в этом сне, то или сон такой, знаете, вот начинается очень хорошо, вы вместе там обнимаетесь, целуетесь, прекрасная погода, птички поют, он такой прям расслабляется, потом раз, и вы как пропадаете. Либо раз, и вы там другой женщиной становитесь, та, которая его кошмарит. Вот такие сны ему снятся.
не отпускает. Его это не отпускает, и я так скажу, наверное, и не отпустит. Я не вижу, чтобы он исцелился. Я не вижу, чтобы он оправился. Даже если он к вам придет, то вы ему в лучшем случае в лицо рассмеетесь и пошлете куда подальше, а в худшем случае даже дверь не откроете, да, просто к себе не подпустите. Ну, потому что обидел, очень обидел. И да, здесь, знаете, вот прям непростительное мне идет. Те слова, которые вы ему говорили, как вы его ждали, как вы надеялись, а что он вам обещал, понимаете, вот все забыл. Из-за страха все забыл. А вы ведь надеялись, вы ведь верили, вы еще какое-то время ждали его, что он надумается, что он все-таки нормальным человеком окажется. Да? Вот была надежда у вас, долго вы еще с надеждой жили. Ну, а потом надежда потихонечку с вами попрощалась, собрала свои вещички и ушла. И вы стали мудрее, вы стали сильнее, вы стали больше думать о себе. Меньше думать о мужчинах, больше думать о себе. И сейчас, если вы ищете мужчину, хотя я больше чем уверена, что у многих уже есть мужчина на этой отсыпке. Вот если ищете, то ищите такого, чтобы вас любил. Да? Вы не ищете любви, вы ищете, чтобы вас любили. И это, кстати, очень правильно, это очень мудро. Не всем женщинам, кстати, эта мудрость открывается, но вам вот такой ценой через обиду эта мудрость открылась. Ну, что есть, то есть, девочки. Вот я говорю, как я вижу. Очень много здесь всего напутано, слишком много вмешательства было. Но с другой стороны, это вмешательство, оно не оправдывает трусость мужчины. Да? Это же он делал выбор. Тем более, знаете, это выбор был, то есть две крайности. Либо ты остаешься, либо ты уходишь, да? Либо ты говоришь родителям нет и говоришь любимой женщине да. Это выбор. Многие выбора не имеют, а он имел выбор, и он струсил, понимаете? Просто струсил, как бревно поплыл по течению. Вот мне идет так. Как бревно, действительно бревно. Вот и живет как бревно. Вот кидает его на камни. Вот так он и живет. Сам себе такую жизнь заработал. А кого мне жалко в этой истории? Мне вас жалко, девочки. Жалко вас. И я просто вижу и ощущаю эти страдания, которые вы пережили из-за того, что он испугался, проявил себя как боягуз. Вот так вот, мои хорошие. Ну да, в жизни, к сожалению, так бывает. Но с другой стороны, я вижу, что это все вам на пользу пошло. Я уже сказала, да, вы стали и умная, и мудрая, и цену себе знаете, и больше такого никогда не допустите. Просто не допустите. И вы действительно очень здорово изменились. И еще такую вещь скажу. Вы с крутым потенциалом. Либо вы уже его развиваете, этот потенциал, то есть работаете, зарабатываете, становитесь успешной женщиной, карьеру делаете. Либо уже это все есть. Да, все есть. И если бы вы с этим мужчиной были, то ваша жизнь была бы такой серенькой, понимаете? Обычная тихое болото, вот приблизительно такая. Потому что мужчина трус, никогда бы звезду за хвост не поймал, ничего бы не добился. Вот. Ну, а вы бы были при нем, понимаете, заботились бы о нем, стирали бы, убирали, детей воспитывали. Вот такой, знаете, как еще один ребенок. Вот мне идет он такой нерешительный, еще один ребенок. Даже дети смелее, чем он. Даже дети так не трусят, как этот мужчина струсил. Но теперь он слезы льет. Все к нему вернулось, понимаете? Все к нему вернулось. Говорят, что бумерангов не существует. Существует, еще и как существует. Тут такие бумеранги летят. Это прям дождь из бумерангов. Кстати, если родители разлучили, поверьте, там родителям тоже досталось. Досталось, потому что они были неправы в отношении вас, потому что они вас грязью обливали, потому что они с грязью вас смешивали. А вы хорошая женщина. Это было несправедливо, и вы этого не заслужили. Поверьте, там у них здоровьем расплатились. Мне идет здоровьем расплатились. Болячки, какие-то несчастные случаи. Ну, в общем, да.
понесло во все тяжкие, расплатились. Зря они вас обидели. Кстати, вот женщина, мать, получается, да, она пожалела о том, что она вас обидела. Вот, может, ей открылась, может, эзотерик ей какой-то глаза открыл на то, что она не права была по отношению к вам. Это я вижу. Что касается, если мужчина женат, да, то жене его открылось, что он ей не пара, что он ей как хомут, что он ей как этот мешок с отходами, да. Не могу понять, почему она за него держится. Не могу понять. Но там не любовь их связывает, там какие-то обязательства. У нее что-то идет вот с деньгами связанное. Деньги, имущество, да, может, за это держится. Но любви никакой нет. И вот до женщины дошло, что зачем я согласилась на всю эту хрень, да? Зачем мне это все? Ну вот жизнь испорчена, знаете, прожита и испорчена. Но с другой стороны, каждый получает свое. Каждый получает. Она ведь, наверное, знала про вас, знала, что у вас с ним любовь была. И она же его не хотела отпускать, либо боролась за него. Ну вот за что боролась, на то и напоролась. Но вот до нее тоже дошло. До матери дошло, либо до жены дошло. Так, и еще какие-то попытки будут, но попытки вяленькие, слабенькие, как-то с вами связаться, либо подойти к вам. Вот что-то он будет предпринимать, но такое неудачное, знаете, вот скорее всего будет трусить. Вот буквально до вас один шаг, и он опять будет трусить, и опять будет разворачиваться и бежать в обратную сторону. А с другой стороны, вы от него отвернулись, спиной стоите, вы в другую сторону стреляете. Вы его никогда не простите, и вы его никогда не примете. И это правильно. Зачем вам жить с трусом? Зачем вам жить с тем, кто вас в любой момент может предать? Конечно, вы не согласитесь. Конечно, вы ему больше не поверите. Видите, вот вас показали, спиной к нему стоите, и из лука в другую сторону стреляете. Ну, удачно стрельните, девочки. Либо уже выстрелили, да, удачно, мужчину себе нашли, либо еще выстрелите, да, найдете себе действительно хорошего, достойного, того, кто вам полностью соответствует, того, кто вас счастливой сделает. Нет, не простите. Не простите и не примите, и не забудете. Да, такие вещи, они не прощаются. Он у вас, знаете, как часть сердца оторвал, да, погрыз и выбросил. Вот как-то так мне идет. Ну, такие ощущения были. Болело, долго не могли прийти в себя, долго не могли смириться. Еще вот эта надежда, да, которой вы какое-то время жили, надеялись, что вот вернется, вот опомнится. Но не может, да, он же меня любит, и я его люблю, но не может так все закончиться. А он, видите, спрятался где-то там под юбкой у мамы, либо у этой жены и сидел там, высиживал, пока плакать не стал. Ну, плакать ему долго, до конца дней своих будет плакать. Я не вижу, чтобы этот мужчина счастливым стал. Ему Боженька давал шанс, но вот он испугался его взять. А теперь кто виноват? Никто не виноват, сам виноват. Вот он и будет вас, девочки, оплакивать до скончания своих дней. Вот такая вот грустная отсыпка. Но вы не грустите, у вас хорошее будущее, счастливое. И вообще, вот урок, который вы прошли, конечно, дорогой ценой вам дался этот урок. Но с другой стороны, правильные выводы, я вижу, вы сделали. И эти правильные выводы вы ведь не только для себя, вы и дочке передадите, и внучке передадите, и правнучке передадите, да? Для всех девочек передадите. Может, еще каким-то подружкам подскажете, да? Это хорошо. Урок пройден, дорогой урок, болезненный урок, но во благо и вам, и будущим поколениям. Мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.